Госсовет Чувашии большинством голосов одобрил закон о поправках в Конституцию. Они касаются изменений основополагающего документа страны, поэтому свое мнение высказывает каждый субъект. Чтобы закон продолжил свой путь дальше, его должны поддержать 2/3 региональных парламентов. Заседание 38-й сессии Госсовета довольно удачно было поделено на две части. 12 марта во время второго этапа планировалось рассмотреть уточнение республиканского бюджета. Но в начале рабочей недели коллеги из Государственной Думы приняли закон о поправке в Конституцию. Одобрил его и Совет Федерации, который уже утвердил решения регионов и направил их на подпись президенту. Затем документ рассмотрит Конституционный суд, и только после этого пакет поправок ждет процедура всенародного голосования. Президент однозначно сказал, закон будет вступать только после того, как народ выскажется по данному вопросу. То есть, хотя действующее законодательство не требует проведения по данному законопроекту соответствующего референдума, но президент и по его поручению было организовано соответствующее широкое обсуждение и проведение всероссийского голосования. Вопросов к пакету поправок в Конституцию России у депутатов практически не было, и он был одобрен подавляющим большинством голосов. Время настало. Что было там в 93-м году России, какая и сегодня. Действительно, очень много произошло в лучшую сторону. И экономика меняется, есть другие возможности. Но самое главное, мне понравилось в изменениях, это действительно, что минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума. Поправки, которые рассматриваются, они охватывают вопросы, начиная от целостности и суверенитета России, заканчивая теми социальными вопросами, гарантиями, вернее, на сегодняшний день, которые там продиктованы. А нужно отметить, что все фракции были единодушны, то есть понимали единое целеполагание в данном вопросе, почему и голосование прошло практически единогласно. Это очередной этап по утверждению данного закона. В Конституции хотим записать и одобряем, чтобы индексация пособия была постоянная, но и индексация наших пенсий, для того, чтобы наши старшее поколение четко знали, что, как Владимир Владимирович сказал, не единожды, а регулярно будем повышать. Обсуждение второго пункта повестки дня, уточнение республиканского бюджета, было более бурным, но общий фон оставался благожелательным. Доходная часть республиканской казны должна увеличиться более чем на 6 миллиардов рублей. Рост ожидается по всем статьям. Особое внимание национальным проектам. В этом году на их реализацию выделяется около 11 миллиардов рублей, почти 1/5 часть расходной части бюджета. Предусмотрена индексация выплат некоторым категориям граждан. Увеличатся межбюджетные трансферты районам. Значительная часть средств поступит в систему здравоохранения и образования. Поправки в бюджет депутатами были одобрены сразу в 2 чтениях. Но пока сделан, по сути, первый шаг. Теперь муниципалитетам и министерствам необходимо грамотно освоить все средства. Контроль за исполнением бюджета будет усилен. Светлана Позднякова, Никита Углев, Вести Чувашия.